Здравствуйте! Это информационный выпуск сегодня. В студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. Бюджетникам Южной Осетии повысят зарплату. Перерасчет будет произведен с 1 января этого года. В Южной Осетии состоялся генеральный прогон парада ко Дню Республики. «19 и 20 сентября жителей Южной Осетии ждет ряд мероприятий, подготовленных ко Дню государственного флага и Дню Республики соответственно. Работникам бюджетной сферы Южной Осетии повысят зарплаты. Кабмин сегодня установил соответствующие надбавки. На заседании утвердили состав Совета по поддержке малого бизнеса и среднего бизнеса. Определены выходные и праздничные дни в республике. Подробнее об этих и других важных вопросах из заседания в нашем сюжете. Кабинет министров Южной Осетии установил надбавки к тарифной ставке работникам бюджетной сферы. Перерасчет заработных плат будет произведен с 1 января 2024 года. С соответствующим докладом на заседании правительства выступил министр труда и социального развития Олег Гаглоев. Базовая надбавка, которая будет с января 2024 года, будет составлять по сфере образования 30%, по здравоохранению 40%, по культуре 40%, по физической культуре и спорту 35% и сельскому хозяйству 30%. Установили стимулирующие надбавки к тарифным ставкам работников государственных и бюджетных учреждений. Тот протокол, который был подписан 6 мая текущего года, предполагающего доведение заработных плат работников бюджетных учреждений до уровня СКФУ. Поэтому предлагаем с 1 сентября установить стимулирующие надбавки по всем отраслям. Вторым пунктом установить, что с 1 января 2024 года по 12-13 категориям производится перерасчет заработных плат. Изменения внесены в постановление правительства об утверждении отраслевой тарифной сетки, тарифных коэффициентов и тарифных ставок по оплате труда работников госбюджетного учреждения Центр социальной поддержки населения. Также внесены изменения в постановление правительства о повышении заработной платы учителям и врачам, работающим в школах и медицинских учреждениях, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях. Мы сейчас работаем над перечнем труднодоступных и отдаленных местностях республики. Проект сейчас проходит согласование. Ряд районов уже согласовал данный проект. Дальше мы подготовим уже финансово-экономическое обоснование, согласуем с министерством. Правительство одобрило и отчет об исполнении государственного бюджета за первое полугодие 2024 года. Он направлен в законодательный орган страны. Исполнение государственного бюджета за первое полугодие 2024 года составило по доходам в сумме 4 миллиарда 40 миллионов 771 тысяча 180 рублей, что составляет 45,55% от доходов, которые были заложены в плане. По расходам в сумме 3 миллиарда 588 миллионов 479 тысяч 30 рублей, что составляет 38,17% по утвержденным планам. Кабинет министров заслушал доклад Олега Гаглоева об исполнении бюджета Социального фонда республики за 2023 год и единогласно одобрил проект закона. Общий объем доходов бюджета фонда в прошедшем году составил 784 миллиона 124 тысячи рублей. Общий объем расходов бюджета фонда в 2023 году составил 833 миллиона 921 тысяча рублей. Внесены изменения в постановление правительства о регулировании финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий и о составе Общественного координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. В ходе заседания правительство утвердило выходные и праздничные дни в республике. Предлагаем перенести с субботы 4 января на пятницу выходной день, на 30 мая, воскресенье 5 января на пятницу 13 июня и с субботы 23 августа на понедельник 25 августа.
Поддержали вопрос создания межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с развитием систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории республики. По словам министра внутренних дел Алана Гучмазова, это необходимо для формирования единого информационного пространства для защиты граждан и социально значимых объектов республики. На заседании правительства одобрено очередное присвоение классных чинов государственной гражданской службы государственным гражданским служащим Министерства труда и социальной защиты. Из резервного фонда правительства выделены финансовые средства для оказания помощи жителю Лениногорского района, имущество которого пострадало во время пожара. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. 20 сентября 1990 года стало поворотным моментом в истории Южной Осетии. В этот день 14-я сессия Юго-Осетинского областного совета народных депутатов приняла постановление о преобразовании Юго-Осетинской автономной области в Юго-Осетинскую Советскую Демократическую Республику, тем самым повысив статус в составе СССР. На этой же сессии волевым решением депутаты приняли декларацию о национальном суверенитете. Председатель тогдашней 14-й сессии Георгий Догузов рассказал, как принималось судьбоносное решение. Праздник из Махадек. Менану Махицалично, это праздник. Мецардемилек. Ахам Хурзиан, Махам Хурскот Тагельник Масимбелтен. Мадаман Кайболак Коткотудивет. Назамозе. Sisa avaktam. Umeneme, huyo görsedestem görzinin kuayfta. Ne status. Hus Южная Осетия автономная область kuayfta. Yad ma khazdalestem воздухе. Бинтон در воздухе чиведесtem уйберек nevdi. Khuttoyna qalguzette. Memach ارتنبلستم اکتیویستا چی بلستی؟ اون ارتنبلستم مزاختم. سعی هفته باکنم من خلق نخیت سرازم ستاتوس. ارتنبلستم یهود در آدمون دیپوتاته. آدمون دیپوتاته هیو دی فستاک سیسیا. ما زاختم قام خورس فد نوازم. نه آدمن. هیو فستاک سیسیا. خورس فد نوازم. ما هیو لبز فسب فوزین نکست. ما باکتم سعیدر. تنگزن اتریاد سیسی نخنکاری فدابون کتم نخنکاری کستم سنای نکتک تخوزات سو. هابون من سری با رسول республика Цараб. Сегодня в столице Южной Осетии состоялась генеральная репетиция парада ко Дню Республики. Парад традиционно пройдет на центральной площади Цхинвала, а принимать его будет министр обороны Инал Сабанов. Парадные расчеты Управления подразделений Министерства обороны, МВД, МЧС, погранслужбы КГБ Южной Осетии 4-й военной базы оттачивают строевой шаг. На генеральной репетиции все должно быть слажено. Учитываются все детали. Внимание уделяется как строевому шагу, так и внешнему виду участников парада. Парадные расчеты отрабатывают слаженность действий личного состава, знаменных групп, почетного караула и другие элементы согласно регламенту строевого устава. Парад принимает министр обороны Инал Сабанов. Поздравляю вас с 34-й годовщиной образования Республики Южная Осетия. Ура! 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 В репетициях принимают участие и парадные расчеты женщин, военнослужащих и служащих МВД, а также курсанты кадетской школы Минобороны. Именно барабанщики кадетской школы открывают парад. Характерной чертой осетин считается воинская доблесть. На параде принимают участие внуки героев Советского Союза, внуки героев освободительного национального движения 1991-2008 годов. Среди участников парада родственники героев, участвующих в СВО. Кульминацией станет прохождение военной техники. Парад пройдет на центральной площади столицы. Анна Гаева, Регина Черткоева, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня.
Парад, концерты, выставки «Остинское подворье». В Южной Осетии пройдут масштабные праздничные мероприятия. Государственная комиссия по организации и проведению социально значимых мероприятий подготовила план на 19 и 20 сентября. Подробности у Стеллы Бязровой. 19 и 20 сентября Южная Осетия отмечает два государственных праздника – День государственного флага и День республики. Мероприятия, посвященные знаменательным датам, по традиции пройдут в Пионерском парке и на Театральной площади. Трибуна для официальных лиц, присутствующих на военном параде, уже установлена. Город преображается и готовится к празднику. В День государственного флага 19 сентября на Театральной площади Цхинвала состоится торжественное мероприятие с участием звезд юго-остинской эстрады и национальных коллективов. В тот же день в 18:00 в Госдрамтеатре пройдет концерт государственного хора Остинской национальной песни при президенте и Государственного оркестра народных инструментов «Айзал». 20 сентября в 11:00 состоятся военный парад и демонстрация трудящихся. В Пионерском парке пройдет выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства. Еще одно праздничное мероприятие, которое обязательно понравится жителям и гостям города – Осетинское подворье. Различные яства и национальные блюда представят все районы республики. Отведать вкусности смогут все желающие. Кроме того, состоится праздничный концерт для детей и спортивные игры. А вечером в 19:00 на Театральной площади будет организован праздничный концерт. Еще одну значимую дату будут отмечать в Кударском ущелье 22 сентября – День города Квайса. Его также планируют отметить масштабно и с размахом. Památník Radvidevčení Hugojev Vladislavan Haštafakody vysvětlili na památník Severstom Radvidevčení 22 сентября. День города намечений, праздник, стима намечений, концерты для намечений, спортивные мероприятия намечений. В праздничные дни на центральных улицах Цхинвала временно будет ограничено движение автотранспорта. Безопасность обеспечат сотрудники Министерства внутренних дел. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. В Южной Осетии в скором времени откроется Центр психологической помощи несовершеннолетним детям. Об этом на прошедшем брифинге в агентстве «Спутник» рассказала детский омбудсмен Айлита Джоева. Уполномоченная по правам ребенка Республики Абхазия Мактина Джинджолия отметила значимость недавно подписанного меморандума. В ходе брифинга на площадке пресс-центра «Спутник» уполномоченные по правам ребенка Республики Южная Осетия и Абхазия Айлита Джоева и Мактина Джинджолия подробно рассказали журналистам об итогах подписанного меморандума по взаимодействию в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей. Участники брифинга рассказали, в первую очередь, каким проблемным вопросам будет уделяться внимание. Когда мы подписываем подобные документы, это говорит о международной интеграции, то есть расширении международного сотрудничества, и обязательно мы должны и обязаны делиться опытом. У кого-то его больше, у кого-то меньше, у кого-то преференций больше государственных, и, естественно, мы должны понимать важность вот этого опыта и внедрять его в нашу республику. Уполномоченный по правам ребенка Республики Абхазия Мактина Джинджолия отметила значимость подписанного меморандума. Самое главное, конечно же, решать частные вопросы нарушения прав ребенка. Если будут случаи нарушения прав ребенка граждан Республики Южная Осетия на территории Республики Абхазия, либо граждан Республики Абхазия на территории Южной Осетии, конечно же, в приоритете это частные вопросы, обмен опытом, проведение совместных мероприятий. Айлита Джоева сообщила, что в ближайшее время в нашей республике откроется Центр психологической помощи и совершеннолетним детям. Уважаемая Мария Алексеевна Львова-Белова в прошлом году подарила сертификаты для школы-интернат для коррекционной группы и в том числе для данного центра, который уже мы получили позавчера. Эти подарки. Скоро мы, конечно, их по назначению перешлем. И я думаю, что при поддержке и президента, и правительства мы сможем открыть этот пока что кабинет. Но я думаю... При этом Эджиоева добавила, что открытие одного кабинета не решает проблему. Необходимо открыть полноценный кризисный центр для несовершеннолетних детей. Алена Утаева, Альдина Чхоева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.
На фестивале в Краснодарском крае хореографический ансамбль «Ирон» завоевал кубок, а также приз зрительских симпатий. Несмотря на внушительную конкуренцию, Симди Фасивадекафт не оставили зрителя равнодушным. Танцоры ансамбля в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм. Хореографический ансамбль «Ирон» стал обладателем золотых медалей и кубка на Международной олимпиаде по хореографии. Масштабный фестиваль прошел в Краснодарском крае в живописном Лазаревском под таким говорящим названием, как «Доброта и красота спасет мир». По регламенту конкурса каждый творческий коллектив должен был иметь в репертуаре 2 разнообразных танца. Югостинский ансамбль на суд жюри и зрителя представил Симди Фасивадекафт. Каждый номер был представлен как отдельный маленький спектакль. Хореографический ансамбль «Ирон». Первое место и медаль. Профессионализм, харизматичность и яркие сценические образы вызвали восторг у зрителей и членов жюри. В итоге юные танцоры забрали на родину не только кубок, но и приз зрительских симпатий. Педагоги были награждены специальными медалями. Диана Леонидовна, художественный руководитель. Диана Леонидовна награждается золотым орденом. Почетный наставник творческой молодежи, это звание присваивается. С большой радостью приглашаю балетмейстера этого ансамбля Кабулову Викторию Васильевну. Она также награждается золотым орденом, почетный наставник творческой молодежи. На масштабном культурном мероприятии были представлены самые разнообразные танцевальные номера – дагестанские, чеченские, абхазские и другие национальные танцы. Ансамбль «Ирон» в очередной раз показал красоту и величие осетинского народа и вернулся на родину с победой. Агунда Губозова, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. В республике завтра переменная облачность, местами дожди. В Знаурском районе днем плюс 19, ночью плюс 12. В Дзауском районе дождь, днем плюс 19, ночью плюс 12. В городе Квайсе дождь, днем плюс 17, ночью плюс 11. В Ленигорском районе днем плюс 20, ночью плюс 13. В Цхинвале же днем плюс 20, ночью плюс 15. У меня на этом все. Всего доброго, до свидания.